«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии». Радио Крым Реалии 105,9 FM. Слушайте нас круглосуточно. И сегодняшний Крымский вечер мы начинаем с самых главных новостей. В студии Александр Янковский и Екатерина Некречия. Вечер добрый. Итак, лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву 75. Свой юбилей он отмечает в Киеве. Что он считает лучшим подарком? Вице-спикер Российского парламента Крыма Наталья Маленко станет заместителем главы администрации Симферополя. Кто возглавит российскую администрацию города после отставки Лукашева? Российские власти Крыма намерены продать санаторий Ливадия. Вместе с ним с молотка пустят некоторые здания Ливадийского дворца. Кто станет их владельцем? А также о том, почему менее 20% семей в Крыму имеют возможность арендовать, то есть снимать жилье. И что может повысить уровень жизни жителей полуострова. И почему строительство новых домов не делает квартиры доступнее. Слушайте нас в Крыму на 105,9 FM. Трансляции эфиров смотрите в Фейсбуке и Ютубе. Для этого достаточно зайти и подписаться. Можно даже не подписываться, просто смотреть. Это на страничках Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Мы внимательно следим за этим. И также вы можете попасть к нам в эфир по телефону. Для этого достаточно позвонить на бесплатный номер для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Там наш редактор с приятным голосом примет ваш звонок. И потом вы сможете поучаствовать в эфире. Вот так вот я решила заманивать наших слушателей. Но еще есть номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Мы очень ждем ваши звоночки. Да, действительно, хотелось бы услышать ваше мнение. В том числе, например, почему изменится ли ситуация в Симферополе после назначения нового главы администрации этого города. А также, например, почему вот вы считаете, что действительно, почему так происходит, что крымчанам не хватает денег для того, чтобы арендовать недвижимость на полуострове. И также еще напомним, что с ноября наши программы по крымскому времени можно слушать утром в 8:35, дневной эфир радио Крым Реалии в 13:10, вечерний, вот нашу сегодняшнюю программу с понедельника по пятницу в 19:30. Речь идет о прямых эфирах. Ну а круглосуточно мы доступны, все наши программы, на 105,9 FM. Ну что ж, начинаем. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев сегодня отмечает юбилей. Ему исполнилось 75 лет. Уважение и статус национального лидера он получил благодаря несгибаемой позиции в борьбе за права крымско-татарского народа на протяжении многих лет. Вот начиная с 1966 года до 1983 годов он был 6 раз арестован, имел 7 судимостей, провел в заключении 15 лет в целом за, цитата, распространение взглядов, порочащих советский строй. А в 1975-76 годах он 300 дня голодал в омской тюрьме. На свободу вышел в 1986. Был главой Меджлиса крымско-татарского народа. Сейчас он народный депутат Украины и уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа. Сегодня с самого утра Мустафу Джемилева поздравили дома родные, а также детский танцевальный ансамбль. И, собственно, поздравили его крымско-татарскими народными песнями, танцами. Давайте послушаем, как это было. Очень приятно, конечно. Сейчас с самого начала там политические деятели начали играть, но это совсем другое. Вот если бы включить телевизор и получить информацию о том, что русские начали уходить из Крыма, был бы, конечно, большой подарок. Но, наверное, так оно и произойдет, вот просто только это когда. А так остальное все есть, кроме Родины. Родина — это будет большой подарок. Да.
По случаю юбилея лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева торжества прошли в Киевской городской администрации. Крым Реалии вели прямую трансляцию мероприятия. Там собрались все друзья и знакомые Мустафы Джемилева. Теплыми словами они поздравляли его с юбилеем, вспоминали самые интересные моменты общения с ним. Например, Эльми Умеров, заместитель главы Меджлиса, рассказал о первой встрече с Мустафой Ага, которая случилась в 1989 году в Узбекистане. Несмотря на то, что я Мустафу знал как легенду, при первой встрече я его не узнал. Мы сидели рано утром, это было в совхозе Пахта у Ниязи Селимова дома, и пришел какой-то человек, начал с нами общаться по поводу завтрашнего мероприятия, на которое мы приехали. Я только тогда, минут через 30 после начала общения, понял, что передо мной Мустафа Джемилев. Он такой простой, обычный, в джинсах, фланелевой рубашке. Я Мустафу представлял солидным, большим, а он оказался обычный, как все мы. А это на самом деле очень интересный момент, потому что тогда же не было интернета, да, ну, может быть, наши молодые слушатели, они не поверят, что был такой мир, когда не было интернета, и не было газет, ну, на самом деле, в которых бы разрешено была информация о таком движении, о Мустафе Джемилеве. Конечно, да. Был сам издат, да, то вот те, так скажем, отпечатанные на машинке или там на ризографе, те письма, которые распространялись, там статьи, которые распространялись, но это было без фотографий. Поэтому каждый себе представлял, ну и слушая, допустим, там радиостанции, записи программ, в том числе на крымско-татарском языке, каждый себе рисовал свою картину. Ну, тем более масштаб личности, да, какой, вот Эльми Умеров об этом говорит, и не ожидал, что вот такой вот хрупкий в некотором смысле человек перед ним оказался, который достаточно просто одет в том числе. Но на самом деле я была, вот мы делали стрим это для Крым Реалии, на этом мероприятии было очень много людей из Крыма. Да, и на самом деле было очень много, как это говорят, уважаемых людей в обществе, и политики в том числе были, там и активисты, и представители культурных сфер. Джамала исполнила песню в подарок, и была Ирина Геращенко, и, собственно, была министр образования украинского пани Гриневич, ну и был еще, что немаловажно, президент Украины Петр Порошенко. Он лично поздравил с юбилеем лидера крымско-татарского народа. Петру Порошенко вручил Мустафе Джемилеву орден свободы и назвал лидера крымских татар символом эпохи и великим украинцем. Ну а в комментарии журналистам телеканала АТР Петр Порошенко сказал, что не исключает того, что если бы крымско-татарская автономия была в 2014 году, то, возможно, развитие событий было бы другим. Речь идет об аннексии Крыма в том числе. А вот что Петр Порошенко сказал относительно изменений в Конституцію. Давайте послухаємо. Я дуже сподіваюся, що ми найближчими тижнями будемо скликати конституційну комісію для того, щоб подати її в Верховну Раду. Формально нам і засідання конституційної комісії не потрібно, бо я як президент можу внести проект змін до Конституції до парламенту. Але мені надзвичайно важливо, щоб це була підтримка юридичної громадськості, щоб це була підтримка української громадськості, щоб це була висловлювала позицію кримсько-татарського народу. Бо тільки так можна прийняти зміни до Конституції, які будуть працювати. Отмечая свое 75-летие, Мустафа Джемилев попросил направлять пожертвования с пометкой «Помощь детям крымских политических заключенных» на счет благотворительной организации «Фонд Крым», который опубликовал на своей странице. Новости. А мы продолжаем следить за кадровыми перестановками в руководстве Симферополя. Новых заместителей главы города утвердят уже в пятницу. Такую информацию озвучил председатель Российского городского совета Симферополя Виктор Агеев. Цитирую: «Администрация города как бы в полном составе ушла в отставку. Как я понял, из заместителей заявление написали все. В пятницу, скорее всего, будет сессия горсовета, где будут утверждаться все заместители, которых предложит Маленко, чтобы город не остался без руководства». Конец цитаты. Ее приводит российское агентство ТАСС. Ты знаешь, я-то ведь помню, как в 2010 году господин Агеев стал мэром Симферополя, да? Но, то есть вот его избрали, собственно говоря, господина Агеева, и он был мэром
этого города. Как он останется без руководства, если господин Агеев там есть на самом деле? Я не буду сейчас давать оценку, это не мое дело, да, на самом деле. Но, тем не менее, что интересно, господин Агеев не выдвигает свою кандидатуру и не хочет. Мы просто вчера в нашем вечернем эфире говорили о том, вообще, какие вызовы стоят перед перед старым руководством Симферополя, перед новым руководством Симферополя. И практически все эксперты, опрошенные нами, они говорят о том, что эти проблемы невозможно решить. И назначение как вот господина Лукашева, так и предыдущего перед ним, который был господин Бахарев, да, они ситуацию только усугубляли, потому что городом вот последние, по крайней мере, 4 года никто не занимался. И все делали просто вид, что с помощью накачивания больших денег в городскую инфраструктуру оно может привести к каким-то положительным результатам, но не привело. А больше того, даже вот эти большие деньги, которые выделили во второй половине года для того, чтобы одномоментно навести порядок на всех дорогах Симферополя, да, они привели к еще худшей ситуации, когда люди теперь стоят просто часами в городских пробках. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Да, говорил один так премьер-министр, экс-премьер-министр России. Ну вот, по словам Агеева, Наталья Маленко в среду будет назначена, то есть уже завтра, первым заместителем главы администрации города и исполняющим обязанности. Напомним, что она была первым вице-спикером Российского парламента Крыма, но ушла в отставку. Как заявлял Владимир Константинов, Наталья и Маленко пожертвовали ради судьбы Симферополя. 59-летняя Наталья с мая 2006 года по сентябрь 2014 возглавляла Киевский райсовет Симферополя. В сентябре 2014 года по октябрь 2016 она работала председателем комитета Российского государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. С октября 2016 года занимала пост первого вице-спикера. Ты знаешь, но вот на самом деле во всей этой назовем ее свистопляске, там, используем такой термин, когда господин Константинов говорит о том, что он пожертвовал госпожой Маленко ради судьбы Симферополя, но это, конечно, замечательное такое заявление. Вот, кстати, я уже посмотрел, как на это заявление отреагировали и симферопольские активисты, то есть люди, которым не безразлична судьба их города. Они говорят, что скорее всего, уже никакого конкурса, да, никакого открытого прозрачного конкурса на замещение этой вакантной должности после того, как ушел господин Лукашев, не будет, а сейчас просто-напросто выйдет на работу господин Лукашев, который, кстати, еще по-прежнему является главой администрации Симферополя, он просто находится в отпуске, назначит ему первым заместителем Наталью Маленко, после этого он увольняется, а госпожа Маленко, будет руководить городом. И такое, в принципе, может быть, да, вот как бы исполняющая обязанности руководства городом, а там, глядишь, уже в следующем году выборы новые, да, как-то дотянут, потом объяснят, что, видите, она же не имела никаких полномочий, она была просто исполняющая обязанности, а вот надо теперь назначить нового кого-то, да, а вот она там уйдет дальше. Но как же Симферополь оказался обезглавленным? Напомним предысторию. 9 ноября назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов объявил об увольнении главы российской администрации Симферополя Игоря Лукашева. Лукашев написал заявление об отставке по собственному желанию, но по требованию господина Аксенова. А до этого Аксенов неоднократно критиковал мэра Симферополя и других сотрудников его администрации за проблемы с вывозом мусора, ремонтом дорог, пробками и работой сети маршрутных такси. Также отметим, что после аннексии Крыма России в городах полуострова мэров больше не выбирают жители. Их назначает городской совет, голосуют за них по представлению российского главы Крыма, собственно говоря, господина Аксенова. Исключением является Севастополь. После аннексии он считается таким субъектом федерации, и там главу губернатора там выбирают. Крым в центре внимания. Вчера вечером на трассе Симферополь-Ялта неизвестные совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Об этом писали РИА Новости Крым со ссылкой на представителя фирмы-владельца заправки. По информации источника, она располагается в Алупке. Сегодня стали известны подробности. Как пишет «Комсомольская правда Крым», около 3 часов ночи в помещение заправки вошли 2 мужчин в камуфляжной форме с накинутыми на головы капюшонами. Цитата: «Мой сын, который там работает, рассказал, что грабители стали угрожать ему и напали
напарницы пистолетом и ножом, сообщила местная жительница Юлия Александрова. Дело, видимо, приняло очень серьезный оборот, потому что его коллегу связали скотчем. Мало того, у сына создалось впечатление, что грабители прекрасно ориентируются в помещении. Возможно, когда-то сами здесь работали. Конец цитаты. По словам женщины, в ход были пущены баллончики со слезоточивым газом. По предварительной информации, никто из сотрудников АЗС не пострадал. Сколько денег было похищено, неизвестно. И, кстати, сегодня еще одно пришло тоже сообщение из Крыма о том, что совершено нападение с использованием газового баллончика на букмекерскую контору, и там тоже пытались вынести значительную сумму денег. В общем, какая-то, не знаю, какая-то пошесть на Крым этими ноябрьскими днями. Мнение. Существование в Крыму бизнес-активов украинских политиков, которые не уважают жителей полуострова, их выбор недопустимо. Так считает депутат Государственной Думы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. О чем идет речь? Около недели назад правительство соседней России вело санкции против ряда украинских граждан и компаний. Их счета в России, если они там есть, заморожены. Выводить деньги из России этим людям запрещено. В списке оказались и те украинцы, которые имеют отношение к Крыму. Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, глава запрещенного в России Меджлиса Рифат Чубаров и бывший вице-премьер Автономной Республики Крым и народный депутат нескольких созывов Андрей Сенченко. Поклонская считает, что они владеют в Крыму некими активами, и это, по ее мнению, неприемлемо. Теперь цитата. «Будучи прокурором Крыма, я начала работу по выявлению таких активов. Не знаю, как она ведется сегодня, но уверена, что этот кран пора прикрутить навсегда. Негоже давать зарабатывать в Крыму тем, кто не уважает выбор крымчан и ненавидит все, что там происходит хорошее и позитивно». Конец цитаты. Напомним, что ранее российские власти Крыма заявили, что намерены провести так называемую национализацию имущества Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму, а после аннексии были национализированы активы украинских, сложное слово, олигархов. Они сейчас отстаивают свои права в международных судах в том числе, но при этом вот украинский проект «Следство.инфо» сообщал, что ряд депутатов Верховной Рады Украины продолжают вести бизнес в Крыму после аннексии полуострова. Официально Киев аннексию не признает, так же, как и страны Запада. Они ввели против России и Крыма ряд санкций. Прямой эфир. В продолжение этой новости, на самом деле, ведь вот что интересно. Также было, что называется, национализировано несколько сотен, больше 100 санаториев и пансионатов, которые принадлежат Украине. И сейчас вот в 2018 году в 2014 году их передали предприятию «Солнечная Таврика», а вот сейчас, в конце 2018 года, оказывается, что под управлением этого самого так называемого предприятия оказалось уже всего лишь меньше 20 этих предприятий, санаториев, пансионатов. И на месте крымчан, вот я бы сейчас спросил, а куда вообще делись эти санатории, пансионаты, кому их продали, а где деньги? Вообще, вы видели, дорогие крымчане, эти деньги, вырученные от продажи этих санаториев? И кто сейчас этими санаториями управляет, санаториями и пансионатами? А почему, значит, это так актуально опять? Потому что продать санаторий Ливадия намерены российские власти Крыма. Об этом пишет издание «Примечание». Пустить его с молотка намерены вместе с 3 зданиями, которые входят в комплекс Ливадийского дворца. Санаторий Ливадия, кстати, был одним из флагманов советской кардиологии. Площадь земельных участков санатория свыше 26 тысяч квадратных метров. Я хочу просто напомнить, что такое санаторий Ливадия. Да, на самом деле, вот весь этот дворец, Ливадийский дворец Николая II, он был в свое время одним из первых вообще санаториев в Советском Союзе. Ну вот забрали царский дворец и решили там оздоравливать крестьян, рабочих и так далее. А сейчас, значит, на территории Здравницы есть 3 объекта культурного наследия регионального значения. Это прачечная с комнатой для утюга начала 20 века, малый служебный дом начала 20 века, дом Свитский 19 века. И их все также продают, но на эти объекты накладываются охранные обязательства. Просто снести их не получится. Однако практика показывает, что это легко исправить на общественных слушаниях, пишут примечания. А с остальными зданиями новый владелец может делать все, что захочет. Санаторий Ливадия попал под так называемую национализацию, вот о чем мы уже говорили, да, после аннексии Крыма России. Первое время здравница работала, путевки раскупали, но в конце 2017 года санаторий закрыли, а персонал поставили перед фактом. Покупатель санатория станет известен, если торги состоятся, 29 ноября. Свобода слова.
Но вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы напомним, что наши прямые эфиры начинаются по крымскому времени с 8:35 утра на средних волнах 549 АМ. Можете включать нас также параллельно на 105,9 FM. И далее, после таких горячих новостей этого дня, мы приступаем к следующей части нашей программы. Не менее горящей части. Не менее, да. Если все для этого готово, то готовьтесь, дорогие наши слушатели и зрители, также вы, потому что далее в нашем эфире будет обсуждаться несколько тем. Это тоже очень важно, потому что день настолько насыщенный, что невозможно игнорировать одну из тем, правда? Да, ни одну из тем невозможно игнорировать. Продолжим нашу программу «Крымский вечер» на 105,9 FM через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Интервью. В эфире радио «Крым Реалии». Крымский вечер в эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105,9 FM на территории Северного Крыма, ну и круглосуточно на нашем сайте «Крым Реалии». Также можете там читать текстовые материалы, которые выходят по результатам наших программ. Сайт доступен на русском, на украинском и на крымско-татарском языках. Ну а вот прямо сейчас мы работаем в прямом эфире. Это означает, что мы также ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook. Найти нас там очень просто. Мы так и называемся «Крым Реалии». Если вы хотите позвонить к нам, то вот для вас прямой номер телефона нашего эфира 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Итак, о чем мы будем говорить в этой части нашей программы? В Брюсселе заработает представительство Крыма, которое будет добиваться снятия санкций с полуострова и России в целом. Об этом РИА Новости Крым сообщил сопредседатель деловой России оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров. Теперь цитата. «Мы формируем команду, которая могла бы лоббировать интересы и России, в частности, по снятию информационной и юридической блокады вокруг полуострова. В составе организации будут находиться эксперты и наши партнеры, европейские политики и общественные деятели, которые были не раз в Крыму на Ялтинском международном экономическом форуме и готовы сделать работу», пояснил Назаров. По его словам, представительство имеет постоянно действующий рабочий офис в Брюсселе и будет зарегистрировано как лоббистская организация, чтобы законно продвигать интересы Республики Крым в Евросоюзе. Конец цитаты. Назаров также напомнил, что в прошлом году там уже проводили презентацию Крыма Ялтинского международного экономического форума. О том вообще, почему важно так для крымских чиновников и людей, которые подконтрольны Москве, добиваться отмены санкций, мы далее будем говорить с украинским политологом Валерием Дымовым. Валерий, приветствую вас. Добрый вечер. Валерий, давайте так, вообще, первый самый главный вопрос. Зачем это надо крымчанам делать такие заявления и пытаться появиться в Брюсселе? Мы говорим о крымчанах или о каком-то господине Назарове? Да, мы говорим... о котором я бы и не знал, и вы бы не спрашивали, если бы он не сделал такого заявления. Очевидно, интересы господина Назарова на самом деле не совпадает с интересами простых крымчан. Ну а то, что господин Назаров, очевидно, хочет выслужиться перед другим господином Путиным, это и есть причина его такого рода заявлений. Я не думаю, что попытка впихнуть невпихуемое, то есть таким образом легитимизировать оккупацию через открытие какого-то представительства поможет господину Назарову, скажем так, выслужиться. По поводу интересов крымчан, то я уже сказал, никаким образом интересы крымчан такого рода псевдопредставительства и псевдолегитимизации, конечно же, не преследуют. Валерий, кстати, как вы считаете, насколько реалистично вам кажутся такие обещания открыть это представительство, так называемое представительство Крыма в Брюсселе? Напомню сначала, что все-таки Крым имел автономию в составе Украины и продолжает ее иметь. Мы не признаем оккупации. А сегодня оккупационными властями он присоединен к Южному федеральному округу. Мне любопытно, Адыгея там тоже представлена вместе с Крымом. То есть попытка субъективизации Крыма для того, чтобы он каким-то образом был представлен и лоббировал такого рода
псевдолегитимизации, и это та цель, которая преследуется такого рода заявлениями. Я думаю, что на самом деле могут найтись такие, знаете, Шрёдеры, каких там немерено в Европе, для того, чтобы каким-то образом все же обозначить свою лояльность Путину. При Назарове и Крыме, конечно же, речь не идет. Но напомню, что, например, австрийские деятели, которые приезжали в Крым до того, как там были выборы в Австрии, то сегодня они как бы туда уже не приезжают. Просто они Крым использовали ради своих интересов. То есть каким-то образом попытки, скажем так, засветиться как друзья Путина будут у некоторых представителей, но они будут разрозненными и ни к чему не приведут, потому что у них есть свои интересы, которые не совпадают с интересами того же Кремля. Посмотрите, где сейчас Австрия, после того, как там шпионский скандал, после того, как министр иностранных дел, который приглашала Путина на свою свадьбу и радовалась тому, каким образом статус ее повышался, то сегодня она свой визит все же отменила. Поэтому речь идет о том, что попытки будут, но на самом деле эту оккупацию никто не признает. А с другой стороны, сам господин Назаров признал, что все-таки санкции, они есть проблемными. И то, что вопрос закрыт словами Путина по поводу оккупации Крыма, вопрос закрыт, на самом деле он называет информационной блокадой. Поэтому все же мы видим, что Россия и ее гауляйтеры на оккупованных территориях Крыма и отдельных территорий Донбасса, вот, они на самом-то деле становятся все более токсичными, и никаком снятии санкций, такого рода открытием представительств оккупанты не добьются, конечно же. Валерий, еще один момент. Вот в октябре еще 2015 года президент России Владимир Путин говорил о том, что импортозамещение, ну, а, собственно говоря, и санкции, которые вызвали это импортозамещение, пошло России только на пользу. Это импортозамещение, которое у нас подтолкнули партнеры, нам как нельзя на пользу идет. Поэтому здесь речь идет не о том, что мы создаем проблемы для своей экономики, наоборот, мы только выводим ее на новые высокотехнологичные рубежи, сказал Путин в эфире телеканала «Россия-1». То есть, получается, если санкции на пользу, говорит господин Путин, то почему тогда господин Назаров пытается эти санкции отменить? Он идет вразрез с политикой Путина? Ну, я уже практически ответил на этот вопрос. Это как бы показывает, что информационная война, информационный фронт гибридной войны, который ведет Россия не только против Украины, а и против всего мира, раскалывая Европу, в том числе такого рода информационными вбросами и попытками осуществить такого рода проекты, да, вот, они на самом-то деле, ну, скажем так, не достигают своего результата. Поэтому они сами признают в том, что санкции существуют. Если действительно санкции так на пользу, так зачем действительно их отменять? Давайте нам больше санкций. Какие тогда проблемы? Вот и сейчас очередной этап санкций, очевидно, будет введен в связи с псевдовыборами на оккупованных территориях. Так давайте, зачем эти санкции? Давайте будет второй этап санкций США после того, как Россия использовала химическое оружие против граждан Великобритании. Так чего тогда Путин мечется? Почему тогда он беспокоится? Давайте эти санкции вводить. Если импортозамещение идет на пользу, то давайте будем, я говорю, давайте это... Да, я понимаю, это такой оборот речи на самом деле. То есть получается очень так, интересная ситуация, конечно. То есть они сами же все-таки признают даже словами такого господина Назарова, что санкции им мешают. Кстати, мы просили господина Назарова, чтобы он прокомментировал свою позицию, обещали нам завтра дать комментарий, но наша программа уже выходит сегодня. Огромное спасибо. Валерий Дымов, украинский политолог, был на прямом телефонном включении со студии радио Крым Реалии. Мы, напомню, говорили по поводу того, что сопредседатель деловой России оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров пообещал, что, в Брюсселе заработает представительство Крыма. А вот насколько значительно может быть влияние такого крымского лобби в ЕС и вообще возможно ли, что будет там открыто такое представительство, мы сейчас попробуем получить ответ у российского политолога, который сейчас находится в Германии, Игоря Эйдмана. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте. Игорь, на ваш взгляд, вообще может ли быть влиятельным вот такое крымское лобби в Брюсселе? Ну, конечно, не может быть. Это абсолютно фейковая будет организация, если они его создадут. Это просто освоение будет денег, освоение средств. Какие-то
ушлые ребята, связанные с администрацией президента, может быть, с МИДом, может быть, с крымскими властями, российскими оккупационными крымскими властями, получат бюджет, снимут офис в Брюсселе, получат бюджет, значит, на работу с местными СМИ, будут там проводить какие-то пресс-конференции, заявления, пресс-релизы, печатать. Внимание на них будут обращать только такие же купленные местные политики. Обычно в каждой стране есть такое пророссийское лобби купленное. Чаще всего это ультраправые и иногда ультралевые. Ну и какие-нибудь помойные газетенки, тоже желтые, которые готовы за деньги печатать что угодно. Но ничего серьезного, никто их всерьез принимать не будет, никто ничего серьезного они не сделает. Естественно, что это все вообще распил бюджета, освоение средств и имитация бурной деятельности, ничего больше. Игорь, мы бы не обсуждали бы это заявление, но дело в том, что вот господин Назаров, он сопредседатель организационного комитета этого Ялтинского международного экономического форума. Сам форум, который проводится, напомню, в Ялте, и в том числе и место проведения этого форума, оно попало теперь уже под американские санкции непосредственно. Наверняка слышали, да, о том, что вот несколько крымских санаториев и других здравниц, они попали под эти американские санкции. И тут возникает тоже вопрос. Часто очень вот на этом Ялтинском международном экономическом форуме, который называется это действие, говорят о том, что есть большой интерес к экономике Крыма со стороны европейских инвесторов. А он, на ваш взгляд, он действительно есть? Уверен, что нет. Во-первых, вообще сейчас тенденция идет к тому, что уже последние годы западные инвестиции сокращаются в России. Наоборот, идет отток капитала из России. Это первое. Второе, что называется, дураков нет. Кому охота попадать под санкции и размещать там ненадежные, то есть размещать свои средства в какие-то ненадежные активы, которые могут быть попасть под санкции, могут попасть в какие-то международные арбитражи, да, связанные с Украиной и так далее. Третье. Не вижу какого-то бурного притока инвестиций в другие регионы России, в том числе и в курортные, да, в Крыму вкладывать, но только в сельское хозяйство и в курорты больше некуда вкладывать особо. Значит, но это напрямую запрещено, в том числе и решением Европейского Союза, эти санкции, да, запрещено инвестирование. Дураков нет попадать под санкции. Но и даже если бы санкций не было, если бы даже санкций не было, я вам хочу сказать, никаких перспектив у Крыма больших на инвестиции или вообще каких-то, на инвестиций нет. Потому что совершенно непонятно, с какого бодуна, прошу прощения, европейцы бы вдруг рванули вкладывать в Крым деньги, при том, что они не вкладывают в другие регионы, не вкладывают особо, например, в курорты Краснодарского края там, и так далее. Поэтому это двойной абсурд. Абсурд, во-первых, потому что санкции никто не будет нарушать и рисковать деньгами, и репутацией нарушая эти санкции. И второе, никакого смысла вообще в этом нет, даже если бы санкций не было. Понятно. Спасибо огромное за такие четкие формулировки. Игорь Эйдман, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что сейчас мы работаем в прямом эфире. Смотрите наши трансляции на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. И также можете слушать нас, конечно же, на 105,9 FM на территории Северного Крыма. Ну и звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Телефон для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы продолжаем нашу программу. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер на 105,9 FM. С вами Александр Янковский. Далее будем говорить вот о чем. Будем говорить о доступности или, скорее, недоступности арендованного съемного жилья в Крыму. Крым и Севастополь возглавили российский рейтинг недоступности съемного жилья. Одной из причин авторы исследования назвали обилие военных, которым государство компенсирует аренду. Это результат исследования РИА Новости. Всего 17% семей в Крыму могут позволить себе снимать квартиру. Для того, чтобы арендовать жилье и оплачивать текущие расходы, у семьи в Крыму должен быть доход больше 70 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата в Крыму по итогам 2017 года, напомню, составляла всего 26 тысяч рублей.
Как получилось такое исследование? Нам рассказал Андрей Манько, начальник управления анализа финансов агентства РИА Рейтинг. Он рассказал нам, как проводилось это исследование, и аналитики детально посчитали зарплаты людей и соотнесли их с расходами, в том числе и на аренду жилья. И вот какой оказалась картина в соседней России и аннексированном Крыму. Давайте послушаем. Самое доступное жилье – это северные регионы Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ. Там исторически очень высокие зарплаты за счет разработки недр, нефти, газа. И при этом многие люди, заработав себе на безбедную, может быть, сказать, старость и уезжают, поэтому там происходит высвобождение жилья, это из-за этого арендные ставки невысокие. Южные регионы, в отличие как раз от северных, в некотором смысле сталкиваются вот как раз с наплывом тех, кто ищет хороший климат. И поэтому это сказывается на доступности жилья, в том числе и арендного. Также это и на другие цены влияет. Просто цены на продукты питания тоже оказываются часто выше, чем в каких-то соседних регионах. А доходы не очень высокие, потому что промышленность не была развита, в частности, в советские годы. Скорее всего, если бы зарплаты были бы выше, то арендные ставки тоже бы подросли. Спрос на жилье в южных все-таки гораздо выше. Показатель по Крыму является достаточно низким. Это по российским меркам, ну и даже, наверное, по мировым меркам можно сказать, что он невысокий. Это обозначает, что семьям с детьми в Крыму приходится искать какие-то компромиссные решения. То есть они ищут себе более дешевое жилье, меньшей площади, ну или там пользуются, например, жилой площадью каких-нибудь родственников, например. В Крыму, как и в большинстве других регионах России, положительная динамика в последние годы. Это связано с тем, что рынок аренды застыл, ставки практически не растут, при этом доходы все-таки подрастают. Они почти во всех регионах, особенно это заметно в Крыму и в Севастополе, потому что догоняют зарплаты и доходы российский уровень. Вот такое было объяснение. Это Андрей Манько, начальник управления анализа финансов агентства РИА Рейтинг. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам и проверить, что мы действительно работаем в прямом эфире. У нас сейчас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Господа, у меня вот такой вопрос. Вот вы постоянно в своих передачах пытаетесь подспудно доказать крымчанам, что они сделали неправильно, отделившись от Украины. Так вы, пожалуйста, сравните, как изменился уровень жизни Крыма по сравнению с соседней Херсонской областью последние 4 года. Вот тогда будет понятно, правильно они сделали или неправильно. Понятно. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Ну, а мы продолжаем нашу программу. И напомню, что у нас сегодня в фокусе это стоимость аренды недвижимости на полуострове. Сейчас с нами на связи Дмитрий Пляс, директор отдела продаж агентства «Парад недвижимости». Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, скажите, мы слушали сейчас несколько слов, рассказал Андрей Манько, начальник управления анализа финансов агентства РИА Рейтинг, о том, что вот Крым является одним из самых недоступных регионов для людей в плане съема аренды квартир. На ваш взгляд, что происходит вообще на рынке? Почему так получается, что вот, допустим, по данным Госстата России, объем ввода жилья в Севастополе там за 2018 год увеличился на 89%, там было построено 115 тысяч квадратных метров жилья. Объемы в Крыму тоже выросли там почти на 20%, до 190 тысяч квадратных метров жилья. И вместе с тем продолжает оставаться недоступной съемная арендная недвижимость. По поводу всей статистики в целом по России не могу сказать, но скажу, что касается непосредственно Республики Крым. Цены на аренду подпортили, это люди, которые командированы с материка, то есть там, бюджетные деньги, выделяются, и из-за этого большее количество у нас есть людей, которые хотят снять жилье, чем в целом квартир. И, соответственно, это действительно влияет на статистику. Это первый вопрос. Второй вопрос в том, что после присоединения Крыма в состав Российской Федерации стоимость на недвижимость значительно выросла, то есть, фактически ее, не то, что она там в воздухе по стоимостям поднялась. Она значительно выросла, и это
прямо влияет на окупаемость недвижимости, которую люди покупают с целью инвестировать, да, то есть сдавая в аренду, купить квартиру. Вот таких вот два фактора, почему стоимость аренды высокая. Но на сегодняшний день в связи с отсутствием такого большого спроса, так как командирующиеся люди уже, поток их уменьшается, да, многим выдается жилье, военную ипотеку, в ипотеку многие покупают, и поэтому цена на аренду начинает снижаться, потому что нету людей столько желающих снять квартиру по таким завышенным стоимостям. Поэтому потихонечку все приходит в норму. Это, как сказал предыдущий участник, да, то есть что зарплата действительно становится выше, немножечко ситуация стабилизируется. По сравнению, я говорю, с материком, да, там у кого повыше зарплаты, с теми регионами, подравниваемся. Поэтому, в целом вот так вот. Я понял. Хорошо. Еще один момент. Смотрите, значит, после запуска движения по мосту через Керченский пролив жилая недвижимость на полуострове заметно подорожала. Говорится в исследовании, которое подготовили аналитики портала Домофонд и предоставленном редакции Ленты.ру. По подсчетам аналитиков, в период с мая по октябрь 2018 года стоимость квадратного метра вторичного жилья поднялась более чем на 2%, а загородного на 4%. А вы говорите, что цена на недвижимость немного, упала. Или нет? Я объясню по-другому эту тенденцию. Тут происходит какая ситуация? Собственники недвижимости цену подняли, спрос покупателей немножечко стал даже ниже. То есть большая получилась разница между желаемым продавца и желаемым покупателя, и возможностью покупателя. То есть вот так вот. Понятно. Хорошо. Спасибо огромное. С нами был Дмитрий Пляс, директор отдела продаж агентства по недвижимости «Симферополь». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в центре внимания стали и данные исследования РИА Рейтинг, которое показало, что крымчанам для того, чтобы арендовать жилье в Крыму и жить вообще, да, вот такую жизнь себе могут позволить всего лишь 17% крымчан. В Севастополе ситуация немного лучше. Там чуть больше 19% людей могут себе позволить арендовать, и чтобы у них еще что-то оставалось после аренды квартиры. И далее мы будем говорить с Алексеем Стародубовым, директором Крымского экспертного центра. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Алексей, на ваш взгляд, почему такое огромное количество, точнее, небольшое количество крымчан, оно может себе позволить арендовать квартиру в Крыму, там, где они всегда жили, да, и такое огромное количество не может себе позволить арендовать квартиру и жить на те деньги, которые оно зарабатывает? Прежде всего, есть смысл обратить внимание на то, что перекосилась структура валового регионального продукта после аннексии полуострова. Что имеется в виду? Люди фактически потеряли работу в промышленном комплексе, в транспортном комплексе, сельское хозяйство очень серьезно подсело. И фактически остались с деньгами только те люди, которые работают в государственном секторе, в социальном секторе. Соответственно, это не могло повлиять в целом на ситуацию по экономике полуострова. В том числе и повлиять на цену на аренду, потому что традиционно аренда жилья, сдача в аренду жилища на полуострове, это было одной из строкой доходов для многих граждан, которые проживали на полуострове. Соответственно, после того, как люди потеряли работу, это осталось чуть ли не одним источником получения какого-либо заработка, и это, естественно, повлияло на цену. То есть тут появились определенные спекуляции на рынке, завышенные ставки по аренде жилья, в том числе поддержка со стороны Российской Федерации для военных, то есть те же самые компенсации, которые они вводят, наплыв этих самых военных. И как раз спрос породил предложение. От этого высокие цены на аренду. Угу. Хорошо, а почему тогда, на ваш взгляд, я просто беру данные Крымстата и вижу, что там увеличивается объем введенного жилья. Почему тогда это введенное жилье, построенное жилье, там частные дома, квартиры, они не снижают эту стоимость этой аренды? Опять-таки речь идет о спекуляции, это первое, то, что приходит в голову, поскольку в данном случае нет как такового рынка на территории оккупированного полуострова, поскольку, понимаете, стоимость жилья, она так или иначе имеет свою себестоимость, и повысить ее несколько раз
довольно-таки сложно, если не путем спекуляции действовать. То есть, грубо говоря, рынок, он всегда устанавливает ту ставку за квадратный метр, которая реальна для конкретной территории. В Крыму такое не работает, поскольку там, в принципе, нет рыночной экономики на сегодняшний день. В связи с тем, что это, по сути, черная дыра для рыночной экономики, скажем так, то есть для всех инструментов рыночной и элементов рыночной экономики. Соответственно, брать такой индикатор, как построенные квадратные метры, и привязывать его к арендным ставкам в данном случае довольно-таки тяжело, поскольку строят одни, а сдают в аренду совершенно другие люди, физические и юридические лица. То есть вы думаете, даже там увеличение строительства или там, ну, вот этих процентов, сколько бы там ни сказали, оно все равно каким-то существенным образом не скажется на, на возможности людей снимать жилье себе? Совершенно верно. В данном случае, когда мы говорим об аренде жилья, то мы говорим о той категории граждан, у которых фактически денег на приобретение жилья, я имею в виду на покупку квартиры, у них фактически этих денег нет, поэтому они вынуждены арендовать. Соответственно, это совершенно две разных категории потребителей, я имею в виду те, которые покупают жилье, и те, которые его арендуют. Соответственно, прямой привязки я не вижу смысла ее делать. Ага, понятно, спасибо. С нами на прямой телефонной связи был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. И в завершении этой темы вот еще одна небольшая информация. Значит, стоимость аренды — это не мои данные, да, это данные, те, которые приводят Лента.ру по данным экспертного отчета, подготовленного аналитиками портала «Домофонд». Значит, дело в том, что стоимость аренды увеличилась в годовом выражении в Крыму. Однушки с октября 2017 года по сравнению вот с октябрем 2018 года стали дороже на 4%, двухкомнатные квартиры на 10%, а трехкомнатные, чтобы арендовать, на 19%. Ну и напомню, что всего лишь 17% крымчан могут позволить себе снимать квартиру, и при этом у них еще будут оставаться деньги хотя бы на какие-то минимальные затраты для того, чтобы жить. И для этого в Крыму теперь необходимо иметь на семью не меньше 70 тысяч рублей. Ну а мы продолжаем нашу программу. Через несколько секунд слушайте «Крымский вечер» на 105,9 FM. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии, 105,9 FM, голос Александра Янковского и Екатерины Микречи слышите вы в сегодняшнем вечернем выпуске. Голос Александра Янковского хочет вам рассказать еще одну очень интересную, можно назвать ее все-таки новость. Дело в том, что вот сегодня в утреннем эфире, я напомню, что каждое утро мы работаем для вас в прямом эфире по крымскому времени в 8:35 и днем в 13:10, простите, в 8:35 и в 13:10. Так вот, сегодня утром у нас была очень интересная программа о том, что происходит со Сталинградским рынком в Севастополе. Напомним, что там 9-10 ноября демонтировали Сталинградский рынок. Снос проходил под надзором силовиков. Киоски распиливали болгарками и газовыми резаками. Имущество предпринимателей вывозили на грузовиках. Но, как пообщались корреспонденты, значит, они объясняли так, что предприниматели, что если они не будут вывозить свое имущество сами, то потом, если это имущество демонтируют, там какие-то киоски, им придется заплатить еще по 100 тысяч рублей за возвращение своего имущества. Но дело в том, что вот цель российской власти в Севастополе — это поставить людей под экономическую зависимость. Такую точку зрения выразил в эфире радио Крым Реалии председатель региональной общественной организации «Союз предпринимателей Севастополя» Марат Тюнин. На кону стоит жизнь людей, предпринимателей, которые 20 лет работали на этом рынке. Вы дайте людям места компенсационные, в первую очередь. Разместите людей, их наемных работников, да, а потом делайте дороги-дублеры, там, мосты там делайте золотые на этом месте. Для чего это делается, я понял, и многие люди уже поняли. Чтобы всех загнать в экономическую зависимость. И количество недовольных от этого беспредела, который здесь устроили эти заезжие деятели, растет. Чтобы вот этого не происходило, поэтому разоряют нормальных, простых людей.
По словам представителя предпринимательского сообщества Сталинградского рынка Нины Дубровской, продавцы рынка уверены, что территорию просто зачищают от неугодных и нет гарантии, что на эти места не придут другие ларьки. Сталинградский рынок стоит очень в удобном, хорошем месте. И таким людям, как мы, мы недостойны этого участка. Я только так смотрю на этот вопрос. Труба, которая совершенно не проходит под дорогой, она за спиной вот этих ларьков проходит. И она не действующая 30 с лишним лет. И на самом деле еще важно тут вот что сказать, да, на самом деле все были там и местные жители, то есть не только торговцы были против этого против сноса этого сталинградского рынка, да, их там больше 200 человек. Также были и местные жители многие против, потому что объясняли, что рядом нет никаких больших торговых центров, да, и им удобно, они привыкли, они покупают там свежий продукт, у них нет никаких нареканий по поводу этого работы этого самого рынка. И это тоже очень важно, потому что севастопольские вот эти чиновники российские, да, они просто-напросто все так как бы так молча послушали, да, и все равно решили все это дело снести. Ну что, продолжаем нашу программу. В следующей части мы будем говорить о новостях будущего. Ну вот новость будущего для жителей Коктебеля такая. На 2 дня Коктебель останется без воды из-за ремонта Судакской ветки водовода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская глава поселковой администрации Валентина Прохоренко. Феодосийский филиал «Воды Крыма» проинформировал о временном приостановлении подачи воды в Коктебеле. Воды не будет 14 и 15 ноября в связи с выполнением ремонтных работ на Судакском водоводе. Вот так вот пояснила Прохоренко. Да, возможно, что не будет воды. А, кстати, сегодня в нескольких домах, причем многоквартирных в Симферополе, не было газа. Это тоже очень важно. А в Симферополе, кстати, также помимо того, что не было газа в нескольких многоквартирных домах, также не отапливаются 3 объекта здравоохранения, 3 детских сада. С начала отопительного сезона около 3 объектов сферы здравоохранения 20 жилых домов в Симферополе не получили тепло. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя со ссылкой на исполняющего обязанности начальника департамента городского хозяйства Александра Хомякова. Как сообщили в пресс-службе, с начала отопительного сезона не отапливаются 3 объекта здравоохранения по причине аварийности тепловых коммуникаций. Не отапливается Крымская республиканская научная медицинская библиотека, а по этой же причине не отапливается филиал Симферопольской городской детской клинической больницы. Ну и следующая новость, вот точно. Вот я вот как бы, ты знаешь, вот будет ли отопление или не будет, это еще можно гадать. А вот то, что в Симферополе будет повышена стоимость проезда в маршрутках, так это, по-моему, уже точно. Здесь даже гадать не надо. В российской администрации Симферополя подвели итоги мониторинга работы общественного транспорта в городе. Там был поднят и вопрос стоимости проезда в автобусах, сообщает пресс-служба администрации. Теперь цитата. Тариф должен быть в первую очередь экономически обоснованным, включать все расходы. Ни одно предприятие не может работать себе в убыток. Инициатива по повышению платы за проезд есть. Вместе с тем принятие такого решения в компетенции республиканской власти, заявил подавший в пятницу в отставку глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашев. То есть он как бы в отставку подал, да, но слушай, он-то написал заявление, насколько мы помним, он до 13 числа он пребывает в отпуске пока что, да, то есть, а в отпуске может он еще высказывать заявления и так дальше. Ну, посмотрим, что будет говорить новый исполняющий обязанности и насколько она будет повышать проезд в городских маршрутках. Следующая новость никак не связана с тем, что господин Лукашев в отпуске. Такая вот новость из Симферополя. Житель этого города обокрал бомж, которого он пригласил к себе домой. И, собственно, вот 54-летний житель Симферополя пригласил к себе домой, он познакомился. Вот дальше его цитата. Со слов задержанного, уже распивая в одном из баров спиртные напитки, он познакомился с парнем, который пригласил его к себе домой продолжить застолье. Когда хозяин квартиры уснул, подозреваемый забрал его имущество и продал на рынке. На вырученные деньги он купил спиртное и закуску, сообщает полиция. То есть ты думаешь, точно нет никакой связи между отставкой Лукашева и вот этим происшествием? Мы не знаем до конца. Мы не знаем, да, но дело точно. в том, что злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. А вот потерпевший сказал, что из его дома вынесли мобильный телефон и планшет. Ну вот, главное, непонятно, сначала вынесли, а потом они распивали, или все-таки сначала распивали, а может быть, вынесли, потом они еще раз распивали. Потом, за когда этот продали, счет. могли же, в принципе, да, и дальше продолжить. А вот не знают, что делать в Крыму с урожаем яблок.
Планируемый урожай яблок в Крыму в этом году составит 120 тысяч тонн, что в 3 раза превышает прошлогодние показатели. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства российского правительства Крыма Андрей Рюмшин. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас в 2017 году яблок было собрано 40 тысяч тонн, а в этом уже 90 тысяч тонн. Уборочная кампания еще продолжается, и планируем, что соберем 120 тысяч тонн в этом году. И также, значит, отметил министр, бьет 5-летний рекорд и сбор винограда. Уже собрано 76 тысяч тонн. Ты знаешь, вообще в сельском хозяйстве Крыма всегда две беды, да? Две беды. Плохой урожай и хороший урожай. Вот всегда две беды. То есть мало урожая, да, это плохо. Да? Много урожая тоже плохо. Ну, вот так всегда. Как бы любой урожай, он является проблемой. Ну, вот еще одна новость. Жителя Луж... Это постоянно наша рубрика, там, конопля, марихуана, это все попадает в новости. Ну, Крым, как он есть, и новости, какие они есть. Жителя Лужты попался на хранение 9 килограммов конопли. Он может лишиться свободы на 10 лет за хранение этой конопли. Далее цитата и сообщение МВД Крыма. В Алуште полиция нашла у местного жителя наркотики в крупном размере. Своеобразное хранилище запрещенных веществ гражданин оборудовал у себя в подсобном помещении. Здесь же он соорудил специальное приспособление для сушки растения. Как рассказали в пресс-службе МВД, в ходе осмотра дома 30-летнего мужчины полицейские обнаружили 4 мешка с частями растения серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Откуда не знаю, какой характерный запах. Да? Вот вы знаете, я не знаю, например. Ну вот, согласно заключению эксперта, изъятое у гражданина является частями наркосодержащего растения конопля. Вес вот 8 тысяч, ну, в общем, мы это знаем, да, уже прочитали. Ну, да, и почти 9 килограммов. Да. И что? Возбудили уголовное дело. И вот до 10 лет лишения свободы грозит. Это вопрос о том, нужна ли легализация или не нужна. Как вы считаете, Александр? Неважно. Да, это абсолютно неважно. Я знаю, что вот сейчас, в следующие 5 минут, вас ждет, наши дорогие, я точно знаю, что вас ждет в будущем. В ближайшие уже 4 минуты вы будете слушать ваш топ-парад, хит-парад, да, топ-5 вообще самых популярных материалов на сайте Крым Реалии, которые вы сами выбрали, наши дорогие читатели, слушатели и зрители. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Я, конечно, не с коноплей, но тоже не грустно. Спасибо, что уточнила, что у тебя ее нет. Добрый крымский вечер, тем не менее. И я сегодня с самыми популярными материалами на сайте Крым Реалии. Открывает наш сегодняшний топ публикация Виталия Портникова. «Мастер не Маргарита. Зачем России?» Маргарита в смысле не напиток, а Маргарита, вот которая у Булгакова была. «Зачем России?» Комедия про Крымский мост. Выход на российские киноэкраны пропагандистской кинокомедии «Крымский мост» сделана с любовью. Заставил критиков и зрителей вспомнить о, казалось бы, бесповоротно оставшихся в архивах сталинских временах, пишет Портников. Да, собственно, авторы фильма и не скрывали, что вдохновлялись опытом именно советских фильмов и этой эпохой кубанских казаков. Заходите на сайт Крым Реалии и узнайте, что же снимает Россия – кино или пропаганду. У нас на втором месте фотоновость. В Крыму выпал первый снег, кстати, его завтра и в Киеве тоже ждут, что, в принципе, и неплохо, наверное. В некоторых районах Крыма сегодня выпал снег, а фото и видео публикуют местные жители в социальных сетях. Снег выпал в Бахчисарае, в Бахчисарайском районе, в Старом Крыму, в Судаке, в селе Доброе Симферопольского района. А вот в горах Крыма еще 26 октября выпал снег, мы там, кажется, рассказывали уже. На третьем месте Нет, ты знаешь, что тут еще очень важно. Да? Сейчас рассматривается инициатива о том, чтобы разрешить в течение зимнего периода ездить по дороге на Айпетре из Бахчисарая. Раньше нельзя было, да, вот все годы, да, а теперь, оказывается, можно будет. Но мне интересно вообще разобраться в этом процессе. Я думаю, мы посвятим этому вопросу одной из наших следующих программ. Посмотрим. А на третьем месте материал под названием «Туризм
турист бедный, хозяин злой, чем запомнился курортный сезон в Крыму. Но мы об этом часто говорим на самом деле. Вот российские власти Крыма говорят, рекордное количество туристов посетило полуостров, почти 6 миллионов человек. Они говорят, украинские пограничники говорят, что статистика завышена, а корреспонденты Крым Реалии поехали и узнали, что говорят сами жители полуострова. Корреспонденты побывали в городах Крыма, пообщались с местными и подготовили для вас публикацию с фото и видеоматериалами. Заходите, читайте, слушайте и смотрите. На 4-м месте у нас сегодня видео программы «Ваша свобода», где все тут же Виталий Портников пообщался с экспертами на тему «За Крым и Донбасс. Как действуют санкции против России». Дело в том, что Министерство финансов США 8 ноября обнародовало новый санкционный список из-за событий в оккупированном России Крыму и на Донбассе. Туда попали 9 юридических лиц, в том числе несколько санаториев в Крыму, мы говорили об этом, да, и так называемое Министерство государственной безопасности группировки ЛНР, и еще там 3 физических лиц. А вот как именно работают санкции и работают ли они вообще, вы можете узнать в эфире программы «Ваша свобода» на сайте Крым Реалии. Ну и завершает наш сегодняшний топ любимая фотогалерея «Дымка» над Феодосией, прогулка по Карантинному холму. Вот я о нем уже рассказывала, насколько это чудесное место в восточной части полуострова. Там вот холм, Генуэзская крепость, Карантинный холм и рыбацкий поселок близлежащий. Вот наш корреспондент туда пошел, застал это место в прекрасной утренней дымке, все это сфотографировал, чтобы мы и вы, наши дорогие слушатели и зрители, могли тоже этим всем насладиться. И, да, и увидеть памятник Афанасию Никитину, который там стоит как раз вот в Карантинной бухте. Но да, есть такое дело. И вообще это очень интересное место. Там есть, там дома прямо пристроены. Вот жилые дома, в которых по-прежнему живут люди, они пристроены прямо к этой крепости Генуэзской. Ну, а мы пристроены к сайту Крым Реалии, поэтому вы можете нас слушать, смотреть и читать. Оставайтесь с нами. Александр Янковский, Юлия Дрозд, Катя Некречи. Рады провести этот вечер с вами.